Здравствуйте, это «Вечерняя смена», в студии Ирина Газаева. Мы работаем в прямом эфире. Северная Осетия стала пилотным регионом по медиакоммуникации Русского географического общества и вузов. Популяризацией национальной географии будут заниматься студенты Северо-Осетинского госуниверситета имени Костахи Тагурова. О том, какие задачи ставит перед собой региональное отделение географического общества, говорим с гостем в студии. Добрый вечер, спасибо, что пришли к нам в студию. Русское географическое общество, она одна из старейших и авторитетных организаций в мире. Отделение базируется на факультете СОГУ. Вот какие основные направления деятельности у общества? Добрый вечер, во-первых. Конечно, я могла бы сейчас сказать какую-нибудь формулировку из Википедии, но я скажу коротко. От сердца, что Русское географическое общество с самого основания, с 1845 года, когда оно еще называлось тогда Императорское географическое общество, это общество, которое состоит из неравнодушных людей. То есть это не общество, где находятся профессиональные географы, ученые, исследователи только, но все люди, которые хотят узнать новое, которые хотят распространять эту информацию про свою страну. О природе, да? Естественно. Эти люди, они приходят в географическое общество и делятся и своим опытом, и своими знаниями с окружающими людьми. Потому что мы живем в удивительно красивой стране, и удивительно мало о ней знаем. И вот географический диктант ежегодный, который ежегодно мы пишем всем миром, это международная просветительская акция, к сожалению, она показывает, что уровень знаний у участников, которые учились в советские периоды, которые учились в 90-е и в начале 2000-х, конечно, разница большая, потому что в советский период у них более глубокие знания. И вот сегодня как раз мы занимаемся тем, чтобы тот пробел, который был сделан в 90-е годы... А как вам кажется, почему? Почему там было больше глубокие знания, а здесь чуть-чуть вот послабее? К сожалению, это уже вопрос к общему образованию, потому что сокращается количество часов по этому предмету. И сейчас, месяц назад, даже меньше месяца назад, было подписано соглашение между Федеральным министерством науки и высшего образования и Русским географическим обществом о сотрудничестве. Документ подписали глава образовательного ведомства Валерий Николаевич Фальков и президент РГО Сергей Кушгетович Шойгу. И здесь цель этого соглашения в том, чтобы объединить усилия для того, чтобы создать условия для изучения и распространения знаний по географии в вузах и научных организациях. Какая цель? Для чего дальше распространяют? Вот у нашего замечательного историка Карамзина есть такая фраза, которая относится к истории, что историю России достоин знать тот, кто достоин иметь отечество. Вот географию своей страны достоин знать тот, кто достоин иметь отечество. Очень, наверное, и с точки зрения и грамотности, просвещения, наверное, неприятно, когда ты живешь в стране и ничего не знаешь. Не знаешь, чем, например, какие горы, животные обитают там. Вы знаете, в интернете, в соцсетях посмотришь, да, где-то в комментариях, и даже наш город могут назвать совершенно вот каким-то другим, соседним. И что Северная Осетия — это все-таки Владикавказ, а не какой-то другой соседний город. Но здесь даже еще хуже ситуация в том, что вот плюс у нас увеличилось количество туристов. Это хорошо? Да. Конечно, это хорошо. Но туристы, они едут с экскурсионными поездками, с так называемыми гидами. Но гид гиду рознь. Один знает хорошо историю, природу, может рассказать, влюбить в этот регион. А другой может рассказать небылицы, которые он прочитал короткую статью в интернете, в каком-то непонятном блоге, и вот эту информацию выдает. К сожалению, я сама была свидетелем, когда на музейном комплексе Барбашово поле экскурсия шла, и гид рассказывает о том, что вот жители Северной Осетии, они меньше всего пострадали от
фашистов, потому что Во время они Великой Отечественной. относились, фашисты, нацисты считали, что они относятся тоже к арийской группе, но вот эти псевдонаучные, Факты. псевдочеловеческие знания, которые распространяют, а люди слушают, и, к сожалению, не каждый будет проверять, а так ли это на самом деле. И, конечно, здесь и профильному комитету необходимо принять какие-то меры для того, чтобы следили за тем, какую информацию распространяют о регионе. Потому что это я сказала пример, который больше всего от которого больно, от которого неприятно. Цепляет. А таких примеров огромное количество. Спасибо. Я напомню нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, и номер телефона вы можете увидеть сейчас на своих экранах. Вот давайте тогда о проекте поговорим. Медиакоммуникации Русского географического общества. Это пилотный проект. В чем заключается вот суть этого проекта? Принимают участие студенты тоже, да? Вот на прошлых выходных проходила стратегическая сессия в городе Екатеринбурге, где собрались представители Русского географического общества, среди них была в том числе и я. И как раз участники со всех регионов, почти со всех регионов страны, они говорили о том, что, конечно, очень хочется делиться той информацией, которая есть. Но, каким образом? Вот каким образом? Потому что эти люди, это не их работа официальная. Это волонтеры. То есть вот я сказала, что с 1845 года началась эпоха РГО. То есть они стали волонтерами до того, как это стало модно, намного раньше. И здесь не хватает времени. И я предложила, чтобы инструментом поддержки для распространения, потому что информация играет огромную роль в нашем информационном мире особенно. И одно дело, есть региональные отделения, которые находятся на базе университета, как, например, наше региональное отделение, которое с 1972 года базируется на факультете географии и геоэкологии. И здесь я предложила, чтобы в каждом университете есть студенческий медиацентр. И сегодня, в эпоху цифры, когда у каждого есть смартфон, на котором есть приложение, где можно снимать, монтировать очень легко, и можно тем самым в социальных сетях распространять информацию. И благодаря тому соглашению, которое было подписано между Миноборнауки России и РГО, теперь этим инструментом могут пользоваться не только те отделения, которые находятся на базе университетов, но и в целом каждое отделение. Потому что как раз в документе так и указано в соглашении, что здесь главная цель — это просвещение. Так, то есть студент, он берет телефон, снимает о своем городе, о своей республике, да, рассказывает о ней. Он является участником тех экспедиций, которые проводят отделение РГО. Те мероприятия, которые проводят, он является непосредственным участником, тем самым он становится соучастником этого и рассказывает. И здесь самое, на мой взгляд, хорошее в этом деле будет то, что информация будет исходить не от взрослых мужей, а от сверстников. Это уже совершенно другой уровень. Спасибо. Вот Русское географическое общество сейчас проводит, да, если я не ошибаюсь, уже начался этот фотоконкурс «Самая красивая страна». Какое время он будет проходить и кто может участником стать вот этого фотоконкурса? Какой приз? Вот в следующем году, Ирина, вы можете принять участие в этом конкурсе. Значит, кто угодно, любой человек может. Да, главное условие — это то, чтобы локация это была Российская Федерация. А сейчас конкурс уже подходит к финальной своей стадии. Выбирают финалистов при зрительских симпатий. И, дорогие зрители, обязательно принимайте участие. Это грех жить в такой красивой республике и не делиться этой информацией. Притом это очень прибыльно. Финалисты получат 250 тысяч рублей. Неплохо. К тому же наши жители города, республики, они могли увидеть эти чудесные фотографии, потому что в прошлом году, когда писали географический диктант, то на площадке университета перед концертным залом СОГУ была выставлена как раз выставка
работ финалистов этого конкурса. Ну, давайте, у нас есть небольшой ролик, мы его посмотрим, потом вернемся к беседе. Русское географическое общество представляет масштабный медиапроект, посвященный природе России. Фотоконкурс «Самая красивая страна». Есть мгновения, которые завораживают. Есть пейзажи, от которых невозможно отвести взгляд. Есть красота, о которой хочется рассказать всему миру. Неважно, сколько вам лет и где вы живете. Если вы хотите объясниться в любви к России, этот фотоконкурс для вас. Авторитетное жюри, актуальные номинации, достойные призы. Все подробности на сайте foto.rgo.ru. Русское географическое общество. Открываем Россию заново, вместе. Ну вот, конечно, яркие фотографии, уже что-то мы увидели, очень красивые. А финалистами стали, наша республика, есть участники? В финал вышли? К сожалению, с 2015 года не было финалистов. Поэтому... Почему? Вот вопрос к зрителям. Надеюсь, в следующем году уже исправится это недоразумение. Кто определит победителей? Есть еще и онлайн-голосование. Да, это на сайте РГО. Вы можете зайти, и как раз вы и увидите очень красивые фотографии и сможете проголосовать за ту работу, которая больше всего вам понравится. Но это могут быть современные фотографии или какие-то архивные тоже принимаются съемки? Вот и были у меня, может быть, например, у меня там дома хранится какая-то старая фотография старого города. Вот эта фотография может принимать участие в конкурсе? В конкурсе приветствуются все-таки новые фотографии. Какой-то, наверное, незаурядный подход должен быть. Конечно. То есть здесь весь смысл в том, что это не профессиональные фотографы занимаются этим, а этим занимаются именно любители. И что-то должно быть необычное. Да. Спасибо. Вот такая свежая новость. Объединение СОГПИ и СОГУ. Сегодня уже вышла она в информационном поле была. Как вам такая новость? И рады ли вы этой новости? Ну, для нас это уже не новость, это старость получается, потому что с 2016 года идет как раз вопрос, тема того, чтобы Северо-Российский педагогический институт присоединился к Северо-Российскому госуниверситету. Это было как раз во время приезда зампредседателя правительства Российской Федерации Ольги Юрьевны Голодец. Было дано поручение об этом. И для сотрудников института, конечно, первый вопрос, люди боятся того, что могут потерять свои рабочие места. Они не потеряют рабочие места, сокращений не будет. Здесь идет вопрос объединения, а не разрушения. И институт, он будет переходить в курацию федерального ведомства, так как университет Северо-Российский СОГУ является подведомственным Федеральному министерству науки и высшего образования, а педагогический колледж, который находится при СОГПИ, он останется в ведении республики. И здесь глава, временно исполняющий обязанности главы республики Сергей Иванович Меняйло очень, конечно, верно подметил, что здесь благодаря вот этому процессу, который, надеемся, в скором времени произойдет, состоится вот эта связка СПО-ВУЗ, потому что одно без другого не может быть. И здесь, конечно, даже более обширная картина. Это школа, СПО, ВУЗ и в целом регион. Если эти все, скажем так, инструментарии будут эффективно работать, то мы будем жить в замечательном, процветающем регионе. Спасибо. Ну вот в завершении беседы, вообще как в целом заканчивается учебный год? На ваш взгляд, все ли было сделано, что запланировано? Безусловно, отсылка к ковиду, мы не можем сказать, что никаких изменений из-за этого не произошло. Но все значимые мероприятия, которые мы хотели провести, и мероприятия, когда мы говорим мероприятие, то с точки зрения университета это, конечно, не концерт и так далее, а именно научные мероприятия, которые будут полезны нашим студентам. И каждое из этих мероприятий, оно внесло свой коэффициент полезного действия для развития наших студентов, чтобы они на выходе были профессионалами, которые будут находить высокие места при трудоустройстве. Спасибо большое, спасибо, что сегодня пришли к нам в студию. Ну что, впереди такая жаркая пора, будете принимать студентов. Удачи всем!
Да, удачи всем, в первую очередь школьникам, выпускникам, чтобы они удачно стали ЕГЭ. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. У нас короткая реклама, далее продолжим. Продолжаем эфир. В социальных сетях вновь появляется видео с возмущенными комментариями пассажиров общественного транспорта. Я предлагаю посмотреть это видео. Это все, кто не понял. Сегодня в Рио главы Северной Осетии Сергей Миняйло на очередном заседании правительства дал поручение, в том числе и Министерству транспорта, подготовить предложение по модернизации системы общественного транспорта в Республике Северная Осетия Алания. В том числе и организовать транспортную модель. Обо всем подробнее говорим с гостями в студии. Добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам в студию. Казбек Михайлович, вот прокомментируйте видео, которое вы сейчас увидели. Почему сложилась такая ситуация? Что происходит? Да, это воскресный день. У нас действительно был такой момент. Почему-то с маршрутов весь наш транспорт куда-то делся. Ну, как бы мы отреагировали. Сразу в понедельник же мы всех перевозчиков собрали. Объяснили им, что так нельзя делать, что оставлять город без транспорта. Воскресный вечер и все такое. Вот буквально вчера на тот же площадь Штыба мы выехали, посмотрели работу транспорта. Но, в принципе, где-то до 9:30 мы простояли, транспорт работал нормально, работал транспорт, за исключением там пары маршрутов. Ну, то есть вы хотите сказать, что это такой единичный случай? Ну, да. А вот вообще в Министерство транспорта поступают жалобы от населения? Естественно, конечно. Какие? Систематически. В том числе за нарушение графиков движения, да, за вечернее время, за отсутствие транспорта в вечернее время, ну, на которые мы конкретно реагируем по маршрутно. То, что Вечернее бывает. время и еще во время снегопада и дождей. Почему невозможно уехать? Ну, во время снегопада тоже так получается, там и похолодание бывает и тому подобное, много транспорта не заводится. Поэтому такие моменты бывают, да. Но это в То основном есть виноват единичные. ты машины? Ну да, Состояние. транспорт устаревший в основном, который у нас работает. Сейчас уже часть перевозчиков, они уже обновляют, в принципе, свой транспорт, закупают транспорт, как бы сами видите, что уже и новые «Газели» появились. То есть у нас появился новый перевозчик? Нет. Это не новый перевозчик, это тот же перевозчик, просто он сейчас начал новые закупать «Газели». транспорт. Да. Это у Насколько? него был привлеченный транспорт. Сейчас же он закупает свой транспорт, сажает водителя, оформляет их, все как положено по закону. Насколько они комфортные, эти «Газели»? Ну, начнем с того, что они предусмотрены для перевозки на регулярных маршрутах. Их завод-изготовитель выпускает для работы на регулярных маршрутах городских. Вы знаете, вот когда готовилась к эфиру, о чем подумала, почему бы не сделать, почему «Газели», почему это не автобус? Чтобы большее количество людей могло сесть в тот же дождь, снегопад, и чтобы не было вот таких вот, как у нас на видео, да, люди стоят, иногда и друг на друге, и на коленки предлагают присесть. Ну, они в любом случае больше, эти «Газели Next», которые сейчас работают по пассажировместимости, нежели те «Газели», которые старые. Вот. Ну, а то, что касается автобусов побольше, они в любом случае, они же частные перевозчики, там и затраты совершенно другие, там цены совершенно другие на этот транспорт. Это их экономическая составляющая, естественно, перевозчиков. А что касается там приобретения транспорта, всего остального, мы сейчас прорабатываем кое-какие варианты, там и участие, возможно, в госпрограммах и тому подобное, чтобы там развитие, может быть, электрического транспорта. Я напомню нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, и номер телефона сейчас на ваших экранах. Четкий график есть у водителей? Конечно. Вот этот график, к примеру, насколько мне известно, в Казани есть такое интерактивное табло, когда человек подходит к остановке и видит, когда подойдет его маршрут.
Да, мы к этому тоже стремимся. Когда мы это будет? разрабатываем эти моменты, мы прорабатываем, не то что прорабатываем, мы как бы это пока что обсуждаем, но... И понимаете, вот мы хотим развивать туризм, туристы приедут. И вот это же тоже для развития туризма, это, мне кажется, такой вот полностью хороший с вами момент. согласен. Еще несколько раз мы встречались в этой студии и говорили о том, что хочется онлайн-оплату. Тоже речь шла об этом. И вроде бы как должны были вот-вот уже ввести это оплату онлайн. В этом направлении мы тоже работаем. Сколько как бы, будет эта работа продолжаться? И когда тут, смотрите, мы уже тут, увидим? мы сейчас, допустим, если сейчас вводить в данный момент онлайн-оплату на те же самые «Газели», которые у нас работают, но это будет чуть-чуть неправильно. В любом случае нам нужно пока что как-то обновить транспорт, чуть-чуть его вместимость увеличить. И тогда уже можно говорить о внедрении как бы систем, потому что к нам предложения, допустим, поступают от тех организаций, которые занимаются электронной оплатой проезда, внедрением ее и все остального. Но в данной ситуации пока это чуть-чуть рано, наверное. Мне подсказывают, у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Какой у вас вопрос? И представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Александр. В общем, у меня проблема такая, может быть, немножко личная. Я высокого роста, больше 2 метров. О том, чтобы ездить в общественном транспорте, особенно в маршрутных «Газелях», тут вообще говорить не о чем. Там не предусмотрено вообще мест для высоких людей. В автобусах в больших «Газелях» можно стоя поехать, и то обязательно кого-нибудь заденешь. Вот, это вот первая часть, как вот планируется с этим бороться, да? И второй вопрос – это хамство. Хамство водителей. Какие меры принимаются по этому поводу? Второй вопрос не расслышала. Про хамство, как я понял. Хамство, да. Человек высокого роста не помещается буквально, вот не может... Не, ну как я сказал, у нас сейчас есть кое-какие идеи по развитию транспорта, в том числе по приобретению транспорта более, как бы большей вместимости, ну, более крупного транспорта. И то же самое о развитии электрического транспорта тоже. В трамвае, я думаю, тоже удобнее ездить человеку высокого роста, естественно. Ну вот смотрите как, обновлением транспорта мы проблему уже не решим. Нет, ну не обновление. Я имею в виду, что увеличение пассажировместимости и габаритов транспортных средств. Ну вот человек говорит про хамство и культуру общения. Что касается хамства, да, такие моменты тоже, конечно, есть. У нас в министерстве, в принципе, работает горячая линия, и по конкретному обращению граждан, которые бывают на хамство, естественно, нам нужно хотя бы государственный номерной знак знать транспортного средства, чтобы отреагировать. У нас бывают жалобы, мы на них реагируем, конечно, там, связываемся с перевозчиком, они со своей стороны, какие меры они могут применить, они их применяют. А что касается в общем этого всего, мы, в принципе, всегда у нас встречи с перевозчиками, мы об этом говорим, и этот вопрос поднимаем на каждой такой встрече. Вот, тем не менее, вопрос безналичной оплаты, да, когда он будет решен? Ну, уже в чем проблема? Проблема, во-первых, в том, что у нас пока что только привлеченный транспорт. В принципе, сейчас нынешним перевозчикам им это не нужно. По большому-то счету. Ну, то, что невыгодно, это им в принципе не нужно. Когда уже будут перевозчики со своим транспортом, естественно, прозрачность их доходов им нужна будет. Естественно, это уже будет в этом случае внедряться. А пока что на этих «Газелях», которые у нас работают... Почему здесь им не нужно, там нужно? Ну, там чуть-чуть у них... Потому что это у них привлеченный транспорт. Там работают люди со своим транспортом, которых они, можно сказать, нанимают на работу на этих маршрутах. И они работают не за процент там, выручки или чего-то, а за определенную сумму, которую они платят ежемесячно. И поэтому перевозчику, в принципе, это не нужно, можно сказать так. Вот есть, наверняка есть какой-то контроль, да? Контроль за машиной, за тем, сколько времени водитель за рулем. Это ГЛОНАСС, да? Поправьте меня, если не так, глобальная навигационная спутниковая система, чтобы можно было отслеживать, где сейчас находится машина. Внедряете вы вот... Ну, если так говорить, то с 1 сентября это будет обязательно. Поэтому
Внедряем не мы, внедряют перевозчики, естественно, не Министерство транспорта, То есть это уже а с 1 сами сентября. перевозчики. Что да. дает это нам, нам, пассажирам? Что это даст? Ну, объясните, да, Ну, расскажите, во-первых, что это это такое? отслеживание транспортных средств, где они находят, если там самовольные съезды с линии водители совершают и тому подобное, это уже все можно будет отслеживать. Контролировать. Естественно, И что дальше? И принимать меры по этому поводу, естественно. Что дальше еще может быть? Установка тахографа. Вот это измеряет и время водителя Время тоже, да? работы водителя, да. Ну, что касается тахографа, пока что он отложен по внедрению, допустим, в городе. На межмуниципальных маршрутах тахографы и сейчас обязательны. Чем это Верхняя. выгодно? Это отслеживает время работы водителя просто-напросто. Есть определенные условия отдыха То есть в для таком водителя. случае он не будет уходить с линии, да? Он, во-первых, не будет перерабатывать, не будет уставать, не будет там засыпать за рулем или что-то в этом роде. Спасибо. Давайте примем еще один звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Какой у вас вопрос? Отойдите, пожалуйста, от телевизора и представьтесь, скажите, какой у вас вопрос. Алло. Слушаем вас, говорите. Алло, добрый Говорите. вечер. Знаешь, какой у меня вопрос? Можно я по-стински? По-стински можно? Вы слышите меня? Мы вас слышим, вам надо отойти подальше от телевизора, Я потому что... далеко отошла. Вот. Слушаем Можно? вас. Мгм, Вот говорите. это, маршрутка-то вообще-то ходит очень плохо. Человек ждет 3 часа, чтобы на маршрутку сесть. Я отошла, я вообще с другой комнаты уже говорю. Вот, послушайте, маршрутки ходят очень плохо. Люди мучаются. А там, которые сидят, они очень красиво разговаривают. И неправду не надо говорить. Я позавчера стояла 3 часа, чтобы сесть на 57-й маршрутку. Спасибо. У вас вопрос какой? Почему плохо ходят маршрутки, да? Очень плохо ходят. Спасибо, Очень. спасибо большое за звонок. Но вот видите, это не единичный случай, тот, который мы показали. То есть это постоянно так. Почему не идет работа в этом направлении? Эта работа идет Так. ежедневно, ежечасно. С водителями. Мы тоже не сидим в кабинетах, мы тоже мониторим ситуацию, естественно. Если где-то что-то бывает не так, мы сразу принимаем меры. Работаем и с перевозчиками, и со всеми так. Хорошо, давайте тогда, Вадим Анатольевич, к вам переключаюсь. Начальник отдела реализации государственной политики в области авиа и ЖД транспорта. Какие новые рейсы появились и там, и там? Добрый вечер. Если начинать с железнодорожного транспорта, у нас с 1 мая пошел поезд до Туапсе «Ласточка». Это выгодно тем, что он скоростнее, чем другие виды железнодорожного транспорта. К примеру, до Туапсе с Владикавказа можно доехать за 10 часов, а на Адлерском он едет почти 16 Кстати, часов. с кондиционерами как дела обстоят? И маршруток тоже, да, редко бывают кондиционеры. А вот в новых машинах будут кондиционеры? Как бы у нас требования такого нет. Проводится конкурс, то одним из условий, при которых набирается большее количество баллов перевозчикам, это является кондиционер. Но вот, насколько мне известно, новые машины, они работать будут на дизельном топливе? Нет. Нет? Это не обязательно на дизельном. Даже то, что касается, если сказать, газомоторного оборудования, это тоже одно из условий, при которых большее количество баллов набирает перевозчик. Не перевозчик, а соискатель. Спасибо. А что с кондиционерами и в поездах тоже? Вагоны сейчас, я не знаю, насколько они меняются, потому что позапрошлом году, прошлый год все-таки у нас такой был, пандемия, и мало людей куда-либо выезжал, да, но позапрошлый год это кошмар. Кондиционеры не работают.
может быть, через раз. Но вот знакомые ездили тоже с детьми, взяли купе, ехали летом, невозможно было дышать. Ну, по этому вопросу большинство вагонов, которые сейчас у нас ходят на линии, они все с кондиционерами. Бывают моменты, что от того, что эти поезда практически безостановочно ходят, сбои в работе бывают, конечно, но они, как правило, устраняются в скорейшее время. Давайте по новым направлениям, да, Ну, вернемся. да, по новым направлениям у нас с 1 мая пошел поезд «Ласточка» до Туапсе. С июня у нас планируется открыть также поезд до Анапы. Он каждое лето у нас открывался. Ну, в том году по понятным причинам не пошел поезд, а в этом году вновь возобновляем движение. Состояние, техническое состояние поездов. Ну, если... Насколько они сегодня все-таки вот чуть хотя бы выросли? Ну, у нас за последние 2 года обновлено порядка 25 вагонов. То есть это абсолютно новые вагоны у нас поставлены в наши составы поездов. Это и на Питер у нас были обновления вагонов, и на Москву, и на Адлер. Все эти направления у нас были обновлены. Ну, не полностью, работа ведется постепенно, планомерно, но ведем. А вообще вот в связи с пандемией как-то работа изменилась? И что сегодня пассажиры, как они должны, что-то должны предоставлять, справки да, о вакцинации? Нет, у нас-то все направления внутри страны проходят, это поезда. Что касается авиасообщения, мы вот прорабатываем вопросы открытия международных маршрутов в этом году. В основном это направление Закавказья. Сейчас мы работу ведем, ну, пока не будем говорить, что вот готово все, но работа в этом направлении движется. Я надеюсь, что в ближайшее время маршрут откроется у нас. Спасибо вам за интервью. Ну вот услышала сегодня, что работа ведется, будет установлена. Хочется уже встретиться с вами и поговорить о том, что сделано. Спасибо вам за то, что пришли к нам в студию. Ждем вас, ну, не знаю, в сентябре уже будут какие-то результаты работы. Спасибо, что пришли. Изменения, да. Спасибо. У нас реклама, потом продолжим. 25 мая в Остинском театре состоится ежегодный концерт Национального государственного оркестра народных инструментов имени Булата Газданова. В нем примут участие народные артисты Северной Осетии, будут и приглашенные гости. Это солисты Московского театра «Геликон-опера». О репертуаре концерта и о том, как сегодня живется оркестру народных инструментов, говорим с гостями в студии. Добрый вечер, спасибо, что пришли к нам в студию. Вот давайте о концерте сразу. Сколько и какие произведения прозвучат на этом концерте? Тенгиз, наверное, вам. Да, произведений на концерте будет 23-24 произведения у нас в концерте заявлено. Будут в основном как бы знаменитые, но не так часто звучащие в последнее время песни. Старые песни? Да. Известные старые? Можно сказать, классическая эстрада осетинская наша. А что-то новое? Что-то новое пока нам не написали. Так, ага. Кстати, можно добавить, если нас смотрят композиторы, напишите, пожалуйста. Но на осетинском языке. Все будет звучать на осетинском языке? Нет, будет пару произведений на русском, но осетинских композиторов. Это ж какие произведения? Ну, это как «Милая мама» Гурджибекова, например, как песня о синем городе, вот такого плана. Но вот вы сейчас обратились к композиторам песню писать на русском или исключительно на осетинском? Вы напишите на любом. Главное, чтобы присутствовал наш осетинский национальная мелодика и наш осетинский характер в песне, чтобы она чувствовалась. Фольклор. Да, ну то есть вы останавливаетесь на этих песнях только потому, что нет новых? Ну, тут два момента. Во-первых, они не исполняются сегодня практически ну, или некоторые вообще не исполняются, некоторые исполняются некачественно, или вот как-то перепеваются, переделываются. А те варианты, которые были когда-то записаны, их уже сейчас, ну, мало слушают, особенно молодежь. Да, это связано и с качеством, и в целом молодежь мало интересуется. Их незаслуженно забывают, и это грустно, потому что песни очень красивые, которые трогают сердца, и их нельзя забывать.
Ну, то есть вот изначально как появилась идея такого вечера осетинской песни? Изначально она так и появилась, потому что я сам и вот мои друзья-любители творчества, там, Кима Суанова, Долорес, Юры Бацазова и всех вот наших великих, да, из Гогичевой, конечно. И так как нету, опять же, хорошего качества и молодежь, ну, помимо нас и музыкантов, их мало кто слушает. И идея пришла именно в исполнении молодых, чтобы исполнители, они прозвучали. То есть, как бы, чтобы контакт у молодежи почему с их мало молодыми кто слушает? будет. Вот вы говорите, мало кто слушает, да, эти песни. Ну почему? С чем это связано? Как вам кажется? Ну, мне кажется, это время. Нам всегда кажется в молодости, что что-то, что было там в 80-х и 70-х, это уже изжито и это уже неинтересно. А когда это подается свежим голосом, и, можно сказать, ровесниками, молодыми людьми, это уже заинтересовывает. Они, может быть, даже не в курсе, ни разу их не слышали, эти песни. Ну, мое мнение еще такое, что если мы работаем на аудиторию наших ровесников, то, наверное, мы и должны нашим ровесникам подавать это. А если, допустим, поет старшее поколение, то редко, когда, вот, допустим, мое поколение станет: о, послушаю я кого-нибудь, кому за 60, может. Тут, мне кажется, еще такой... Ну, спорно тоже. Спорно, конечно, Да. надо разбираться надо в прийти. музыке. Да. Ага. И потом, что касается того, что вот предыдущий вопрос, я забыл, вспомню, скажу. Ну вот по поводу того, что вы говорите, должны спеть эти песни новые исполнители, а интерпретация своя, Конечно, вот она всегда, бывает? конечно. Ну, у каждого музыканта своя интерпретация. Мы не переделываем кардинально музыку, мы Так. не делаем аранжировок каких-то таких серьезных изменений не вносим, но интерпретации каждый музыкант ее исполнит по-своему, свое Каждый- что-то от себя добавит. Каждый музыкант, он как актер, он роль сыграет по-разному, как и песню споет по-разному. Он почувствует свои моменты в песне, найдет их, через свою жизнь пропустит и акценты расставит по-своему. В этом и заключается красота классических песен. Я считаю, что те песни, которые мы поем, это фонд осетинской классики, которую, ну, еще к вопросу, почему сейчас их мало поют, почему мы решили этим заняться. Ну, мы оба имеем классическое образование с Джамбулатом, мы оба оперные певцы. Ну, вряд ли мы бы стали Мияги петь. Хотя такой опыт у нас тоже. Нет, ну не обязательно Ага, быть забыла. оперным певцом. Просто надо немножко бережнее относиться к своей культуре, я считаю. И еще проблема в чем заключается? Проблема заключается в том, что очень мало носителей в интернете, где есть песни старые, где есть фильмы. Это же все в ужасном качестве. Все невозможно слушать. И почти нигде не найти. Допустим, А может у быть нас- в этом и проблема, что вот вы говорите, да, не слушают. Ну а где послушать? Нигде. У нас куча песен, вот, которые Абсолютно мы верно. находим, они хранятся там на компьютере у нас как бы, и они тоже в ужасном качестве. Там шипение, хрипение, и их не найти. Там послушать, допустим, эталон какой-нибудь исполнения этой песни, ты его не найдешь, потому что их Какие-то нету. ноты просто вот... Все записи куда-то... Тенгиз сам подбирает, у него слух, и он какие-то аккорды сам Абсолютно. подбирает. Абсолютный слух. И это ему помогает, как музыканту, как дирижеру, возрождать эти песни. Ну вот тогда концертами, одними концертами эту ситуацию можно исправить, чтобы люди уже услышали? Ну, надо и большое количество людей услышать? Или это должны быть какие-то записи в студии, альбомов? И есть ли возможность записаться оркестру? Вот здесь бы я просто хотел сказать спасибо Да, я отчасти тоже. вашей телекомпании, Казбеку Лалиеву. В его программе у нас есть хотя бы какое-то количество, Две где-то записи, около да, два 15 концерта. песен мы Это записали. видеоархив, да, уже идет уже вот видеоархив. в его программе была первая запись с оркестром и была запись только под гармонику. Это уже хоть какое-то начало. То есть, может, не все, но постепенно что-то мы пытаемся. Но, как говорится, дорогу осилит идущий. Мы начали, и мы хотим продолжать, и надеемся, что будем продолжать старые песни записывать по-новому, трактовать, может, по-новому, исполнять по-новому. Но в любом случае давать им новую жизнь, продлевать их жизнь. Как врачи реабилитируют уже пожилых, мы реабилитируем эти любимые песни, чтобы они дальше жили. Замбулат, вы хотели добавить? Сейчас?
Да. Нет. Нет? Тогда я хочу в конце апреля вы стали, Дзамбулат Дулаев и Суслан Кусов, вы стали победителями международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева. Вот, пользуясь случаем, я вас поздравляю. Спасибо большое. Вы знаете, вот в этот день буквально все писали об этой новости, но такая гордость вообще за таких людей, которые сегодня в нашей студии. Я вам всем благодарна. Дзамбулат, вот какие впечатления вообще от конкурса? Что для себя вынесли, главное? Для себя вынес, наверное, особо ничего и не Диплом, вынес. первую премию он вынес. Премию, да. Нет, мне ее вынесли. Я ее унес. Мне очень было приятно, как бы это, может быть, не звучало. Банально? Нет, не банально. Как бы это ни звучало, не могу подобрать слово, но вы поймете, меня переполняла гордость того, что два осетина заняли первые места в Москве на конкурсе Магомаева. Это же что-то значит. Это круто. И мне кажется, это значит что у нас очень способная молодежь, у нас очень культурный народ, в плане культуры не этической, эстетической, а в плане ремесла какого-либо. Искусство, да. Искусство в последнее время, я, по-моему, уже на каком-то интервью это говорил, в интернете очень много молодежи, которая и поет, и играет, и танцует, просто глаза разбегаются. Мне очень приятно, и мне хотелось бы, чтобы это поддерживалось, чтобы это продвигалось, чтобы это становилось не таким, вы знаете, там на видео выставить, в Инстаграм выкинуть, а чтобы это было более профессионально, чтобы этому уделялось какое-то внимание свыше. Можно я добавлю? Можно. Да, очень хорошую тему затронул Джамбулат, потому что у нас очень хорошие спортсмены, у нас очень хорошие борцы, у нас очень хорошие танцоры, у нас очень хорошие... Да, у нас все дзюдоисты, да. Но как будто бы мы забываем, упускаем один момент, что у нас и талантливой молодежи очень много. И вот тот факт, что в Москве на конкурсе Магомаевой со всей России, с Украины приезжали певцы, с Монголии, со всего мира. И там два осетина заняли первые места. Причем не первый раз, уже два осетина занимают первые места. И хочется, чтобы в республике больше уделялось внимания именно молодым, начинающим талантам. И в этом смысле... Но молодые, начинающие таланты, они все-таки, таланты ли некоторые, да, это разное, и разные люди. И у нас на эстраде видишь порой, безголосых. А что с этим делать? И вот вообще осетинская современная музыка, для вас какая она? Осетинская современная музыка? Вот хороший вопрос. Что с этим делать? Развивать таланты. Бездарности пробьются сами. Это есть такая поговорка. Это правда. И потому что талант, он настолько концентрируется на своем таланте, что он забывает, что кроме таланта ему нужно себя продавать, себя рекламировать, тут договариваться, тут с кем-то поговорить, за руку пожать. А талант, он развивает свой талант и забывает про такие особенности. И в итоге он остается где-то на периферии всего вот этого процесса. А я не хочу сказать бездарный, но предприимчивый молодой человек, он себя протискивает, и в итоге сейчас сольный концерт, наверное. Да, а чего сегодня не хватает на осетинской эстраде? Не хватает, пусть на меня никто не обижается, но я все-таки это скажу, не хватает песен. Композиторы, снова к вам. Не всяких там тим-падидум-падам-падим-падам-падам соседских украденных мелодий, а не хватает песен, настоящих осетинских песен. Их нету. Их единицы. Можно я не знаю, 2 руки, может, и не нужно. Это большая проблема. Чего не хватает в современной эстраде, скажи? Я согласен. Сейчас мало и новых композиций каких-то, и новых... именно на сцене, я не знаю, я не вижу пока что таких молодых талантливых. Что зрители? Все будет хватать, если будут поддерживать настоящие таланты. Настоящие таланты, просто все будут на них переключаться. И вот, как вы говорите, безголосых их это ты будет... это я сказал, точно. И на безголосых меньше будут обращать внимание. Это мое мнение субъективное. Касаемо молодежи. Мы никогда и никто никогда не заставит молодежь насильно слушать то, что было раньше, то, что это всю жизнь было, всю жизнь будет. Но я хочу что сказать.
Вартананджи стреляй. Ваттахушара. Ремикс. Вы же слышали тоже наверняка. Идеально. Красиво. По мне, так это замечательно. Согласен. Вот так надо молодежь приучать. Тоже А хороший. они захотят слушать оригинал. Они послушают, допустим, ремикс. Думают, интересно, а что там, какой оригинал? Они возьмут, найдут, послушают, и так уже они к начнут. истокам. Это же воспитание. Это все равно как-то ты приходишь к начальному. Но может тогда вот такие концерты, которые вы организовываете, которые сейчас в конце мая тоже будет, может быть, их чаще для зрителей преподносить? Да, что для этого нужно? Есть ли какая-то проблема? Это проблематично вообще устраивать такие концерты почаще? Ну, проблема устраивать такие концерты, это в чем? Вот, допустим, Реклама приглашенные солисты, нет. Ну, это еще надо так, чтобы совпало, что у всех есть время в одно и то же, График, в один и тот же период. Так-то дать концерт, это для нас не так уже сложно. Ну, естественно, есть этап подготовки, все остальное, это для нас, и эти этапы подготовки для нас как бы в радость. Мы любим свою работу, и мы это делаем с удовольствием. Проблемы в этом нет. С концертной площадкой не бывает тоже вопросов? Концертная Всё-таки площадка, бывает. так как все-таки мы представляем государственную организацию бюджетную, допустим, сейчас мы даем в Остинском театре, у нас с этим проблем никаких нет. Да. Проблема может быть единственная в количестве зрителей. В рекламе, ну, как я вижу проблему, пусть каждый скажет свое. Давайте я скажу. То есть, а вот как, да, вот зрители хотят, сейчас они нас слушают, они хотят прийти на концерт. Вот возьмем проблему прошлого концерта. Мы попытались, так как желающих было очень много, организовать концерт в Сугу. Там зал побольше, зрителей поместится больше. И мы организовали, но так как, чтобы сделать хорошую рекламу этому концерту, нужны средства. А у бюджетного организации нет этого средства. Нам помогли, кто смог сделать эту рекламу. За это огромное спасибо. Но что я хочу сказать, что зачастую просто элементарно в рекламе. Все упирается в рекламу. Мы не можем, чтобы люди узнали об этом концерте, чтобы они пришли. То есть зал бывает неполный. Вот в Сугу он был неполный, да. Это был единственный раз. Сейчас билеты, они в свободной продаже, да, где можно приобрести билеты? В кассах Остинского театра. Остинского театра. Спасибо. Вот мне хотелось бы сегодня, не могу вас отпустить без музыкального номера. Что это будет за номер? И, наверное, это будет из репертуара концерта? Да, мы обязательно эту композицию исполним в На концерте. концерте, да? Будет в репертуаре. Мгм. Да. Спасибо. Я прошу вас на сцену. Но нашим зрителям я напомню, что 25 мая в Остинском театре состоится такой ежегодный уже концерт Национального государственного оркестра народных инструментов имени Булата Газданова. И в нем будут принимать участие и народные артисты Северной Осетии, и приглашенные гости. Это солисты Московского театра «Геликон Опера». Но я прощаюсь с вами до пятницы. Хорошей вам недели. До встречи и слушаем, наслаждаемся.
жон зинат, сардануя муза. Вытал пожирал чидар сарат, сарат. Рамашкау мочи жагат ваштай, вашта саду рамашка малат. Вашта саду